еле едем. Вот зимой нам тут беда наметет. Ну, тут приезжаем в город Тында. Почти 120 километров проехали, ни души не было. Там какие-то деревушки полузаброшенные какие-то, но вот крупных вообще ничего не было. Вот первый крупный город Тында. Фига себе город. Это большой город. Едем прямо вдоль дороги. Вот город Тында. Так красиво все везде. Вокруг посмотришь, везде разруха. Все какие-то машины разбитые, кривые, ржавые. Все. Из парка-то там, дай бы бог, 10% техники-то ездят. Видите? Все разрушено. О. Едешь прям вдоль дороги, вон дома. Не крыши, скоро стен-то не будет. Вон, прям вдоль дороги. Не стыдно. Вот она, Байкало-Амурская магистраль. Вон поезд стоит наготове пожарный. Вот это станции распределителя, ни хрена себе, вот это там сколько этих железнодорожных поездов стоит. Вот трубы. Вот вон у них, смотрите, как красиво. Стадиончик. Река Тында. Видите как? О! Бам! Новая стройка. Началась у них тут. Где только она началась? Она началась вон на плакатах. Светофоры, о, блин, нифига, цивилизация. Маленький кусочек цивилизации на трассе. Вон, глядите, это тоже памятник вот войне. На трубах пишут, у них памятник-то, посмотрите, в каком унылом состоянии. За столько лет они сделать не могут. Сейчас уж зима у них настанет. Они только что-то там начинают. Вон этот дурачок, который нас обгонял, вон он стоит уже там. Я говорю, они летят, а потом стоят потом часами где-нибудь. Потом опять летят, нарушают все, что можно. А потом опять где-нибудь стоят. Тоже, говорят, для грузовиков-то вот в магазин сходить, это надо вот машину хрен знать где бросить и идти пешком в магазин там. Ничего тут, никакой инфраструктуры не сделано, чтобы вот грузовым машинам встать. Вот где мне что тут затариться? Я увижу магазин, так мне надо в магазин сходить. И как мне тут встать? Все сделано только для легковых автомобилей. Для грузовых вообще нет. Для грузовых никто не думает даже. Вот видите, пошел человек в магазин. Видите, как он машину поставил? Все, нормально, пошел в магазин. Мне вот совесть не позволит так машину поставить. Взял, перекрыл тут полосу целую, там забор, перед ним остановка. Вообще похрену, вот такие водители ездят. Поставить и насрать на всех, я не знаю, я так не могу. Все разрушено, все разбито. Вон, видите, ни окон, ни дверей, предприятие какое-то было. Вон они как живут. Как на заимке. У него крыша-то вон из 3 видов железа. И шифер, и железо тут, и все остальное. Всем, чем мог, то тем и заколотил. Зато у дома машины не 1 миллион, наверное, стоит. Да не одна. Дороги-то начались. Видите, где она? Поеду я вон туда надо мне. Сейчас тут влево, вправо, вниз, вверх.
Это Тынду проехали, аэропорт проехали. После Тынды аэропорт есть какой-то, тут приезжают, прилетают люди. Потому что сюда далеко на поезде ехать. Вот местный стоит, 14 регион. Посмотрите у него вверх-то. Представляете, насколько у него завышено? Выше, чем у всех. Видите, они как делают? Это вот он сам нарастил. Такие машины не выпускает, а то он уже не габаритом идет. Смотри, высота какая у него. Стандартная вот по двери. Но с такой высотой не имеет права просить ездить вообще. Вот еще одна из стоянок. Вот посмотрите. Про мусор-то я вам сейчас покажу. Для нас все нормально убирают. Да тут не убирают, тут жгут, наверное. Тут привычка. Вот смотрите сейчас. Видите, вот отвороток в лес. Это вот от Тынды буквально отъехали 20 километров. Это вот тындовские сюда возят. Это 100%. Тут это не водители транзитчики или водители какие-нибудь дальнобойщики это навалились. Это просто мусорными машинами привозилось все сюда. Вон, посмотрите, я сейчас туда скажу. Опасно, конечно, идти-то, блин. Страшно тут все. Тут одни животные везде, хрен его знает. Вроде бы и сытые сейчас они, но все равно я тут побаиваюсь ходить-то. Но ради вот этой картинки я зайду. Аккуратненько. Тут надо глаз да глаз везде. Тут змеи, рыси, медведи. Короче, все тут сразу. Вон, смотрите, какая стихийная свалка здесь. Говорю, это не дальнобойщики. Это все сделали. Это все из Тынды привезено. Видите? Это все бытовой мусор. Посмотрите, сколько его здесь. Это с какого-то автосервиса, вон, подкрылки, бампера с грузовых машин. С шиномонтажей вон тут покрышки навозили. С труб лежат вот. Трубы закрываются вот этими штуками, когда перевозятся, транспортируются. Смотрите, сколько мусора лежит. Представляете? Это вот экологическая катастрофа. Это все вот животные. Представляете, сколько здесь животных? Вот они вот эту хренотень. Так это только начало, я вам скажу. Я туда не полезу. Но там, вот, короче, там конца и края не видно. То есть там как начали оттуда вон складировать. И так вот они и складируют. Беда, короче. Вот вам, пожалуйста. Тында, бам. Все так красиво. А посмотришь, просто беда. Просто беда. И вот это нахрен никому не надо. Представляете, вот здесь зажгет кто-нибудь что-нибудь. Что здесь будет? Там вот даже знаки, вон даже знаки лежат. Вон, видите, знак торчит какой-то. Тут, походу, и дорожники-то приняли участие вот в этом во всем. Вон знак какой-то торчит. Беда, короче. Вот это нормально. Я говорю, несанкционированные свалки. И это уже 4-й я от Тынды-то еду, проезжаю. Вот смотрите опять. Бум! Видите, они экскаватором тут надергали, не фрезой. Эйка, завалили камнями дорогу-то. Идиоты. 3 идиоты. Я говорю, у них тут проблема с асфальтом-то. У них нету его, они срезают и вон щебнем везде заваливают. Я нигде не видел, чтобы вот эти места заасфальтированы новым асфальтом черным были. Весь асфальт белый, выгоревший, уже не... Тут это, мне кажется, еще при Союзе надо вот это все строили. Это вот так они дорогу содержат. Это беда, вон, посмотрите-ка. Ужас. Вот они, видите, как экскаватором прямо раз, приехал ковшом, он нацарапал асфальта. Как там вот ехали, видели? Вот это точно, вот нам тот же трактор сюда приезжал. Вот. Видите, они как выгрызли. Какая нахрен фреза? Вон видно, чем они делают экскаватором. Неровно. Вот участок-то видели, проехали. Буквально тут, ну дай бог, тут 100 метров бы было. Охренеть, блин. Никому не надо ничего.
Написано ремонт дороги. Где эти ремонт? Короче, вся дорога практически вот такая. Тынду проехали буквально вот 30 километров от Тынды вот отъехали. И вот такая шлепанина началась. Раз асфальт кончился. Представляете, федеральная эта трасса. Лена-то Якутск. До Тынды доедешь, а до Якутска будешь месяц тут ехать. С такой-то скоростью. Смотрите-ка они тут. Вот это что такое? Ни знаков, ни объездов. Вот это вот сейчас мы встретимся с машиной, как нам разъехаться? Никого нету. Охренеть. Вот вам и дальний север. Никому вообще здесь ничего не надо. Нормально они тут. Сейчас мы ему катаем. За место катков-то они должны катками здесь все укатывать сами. А что тут? Вон сейчас щебнем завалили, сейчас поет машины. Все укатают им. Камушки острые. Того, гляди, колесо-то проткнешь этими камнями. Река Цыганка. Мост в каком состоянии? Я говорю, едешь и боишься. Лишь бы только, блядь, он не провалился тут подо мной. Местные. На мосту обгон запрещен. Пофигу. Ну, видите, как они. Раз и дыра тут такая. Нифига влупишься в нее. Вот веселье началось. Там хоть щебенка была, здесь уже пыль какая-то лежит. Смотрите-ка, вот, ну как вот они, я не понимаю. Тут у них фильтраты, они воздушные, ты каждый рейс, что ли, меняют себе? Салонные и воздушные. Мне свое здоровье важней, чем вот эта работа, блядь, и какие-то деньги там, да нахер мне надо. Блядь, я не падки, я найду в другом месте. Вон они, начальники-то, видите, он туда-сюда прокатился, посмотрел, наверное, что тут, где, почему. Вот в этой пыли они ездят. Я говорю, они сами себя не уважают, о чем говори. Пиздец какой-то, блядь, ёпт. Я говорю, тут, блядь, астмой заболеешь, поживешь. Раз опять, и асфальт начинается вроде, слава богу. Надолго ли только? Вот опять, раз вам мост, опять мост перекрытый. У них все в порядке вещей. Приехали, раскопали что-то, бросили, фишки выставили, все, едете как хотите. Вот они тут тоже так же делали. Видите, что у них получилось? Канава. Вот таких машинах-то, во, вот только на Уралах здесь и есть. Кончается. Сейчас они вообще тут, я не знаю, рукожопые какие-то строители. Я вообще не видел ни разу, чтобы вот так вот асфальт ложили и делали, ремонтировали дороги. Я не знаю, у них тут по-якутски что ли делают. Вот еще кусок новой дороги. Представляете, асфальт еще даже не сдали. Ни разметки, ничего не нарисовали, а он уже весь в заплатах. Это вот это как? Дорог нет, зато платоны везде стоят. Блин, я охреневаю, за что тут платить за дороги-то? За какой хер? Вот смотрите, дорога-то какая. Блять, уже не 1 километр я еду по ней. Беда. Вахтовики еще приезжают сюда работать за... Вот они приезжают сюда работать за 3 копейки. За 3 копейки они здесь работают, я спросил. Нахер вы на этот север едете? Здесь ничего не платят сейчас вообще. За 2 недели 70 тысяч здесь зарабатывают, да я нахеру вертел.
Вот он мне сказал, тут встретился на полуприцепе, он только третий день типа работает, говорит, я тоже первый раз приехал, говорит, больше не приеду. Я говорю, а сколько ты денег-то получаешь? 2 недели 70 тысяч. Я говорю, да ты дурак, что ли, совсем? Какие нахрен 2 недели 70 тысяч? Блять, в натуре идиоты, тут закрывать дорогу-то нахрен всю надо. Какой нахрен транзитный транспорт? Я говорю, блядь, ноги моей здесь больше не будет. Блядь, надо, я не знаю, второй раз сюда приехать, это надо быть полному идиоту, блядь. Походу тут полстраны у нас этих идиотов сюда ездит. Можете даже не обижаться, вы в натуре идиоты. Вот который сюда приезжает второй раз, видит первый раз такая фигня, я не знаю, что тут за безысходность. Да, базара нет, ставки-то сюда хорошие. Да вот он... А смысл-то какой? А отсюда-то чего везти? Воздух, что ли, блядь, или камни вот эти? Сюда став почти по 100 рублей километр едешь, а отсюда по 50 не найдешь. Вот так север. Ужас, короче, по такой дороге на месяц туда я ехать буду.